Привет, ребята! Сегодня у меня последнее видео, снятое в деревне 2020 года. Не волнуйтесь, я сниму еще немало историй про деревню и в целом про жизнь в Якутии. Ну а сейчас, как видите, лето закончилось, трава пожелтела, и мы выехали из деревни в Алас пообедать и поставить сети на карася. Вот мы, вон там озеро, здесь вот сток сена. И мы не сразу заметили, что здесь есть избушка. Ютен? Ютен – это лесная избушка охотника или рыбака. Ой, какие маленькие дверцы. Специально, чтобы тепло не выходило. Рукомойник, совок, ведро. Ух ты! Ой, так аккуратно все. Патронтаж на себе даже. И печечка. Вау, смотри, котелок. Чё? Матрена Горн сказала, что это ее соседа Байбала, да? Ага. Ух ты, буржуйка такая маленькая, хорошенькая. Вау. Нравится. Такие добротные брусья. Здорово. Хотела бы тут переночевать? Конечно. Гениально. Сядьте там с Чубакой, я вас фоткаю. Эта лестница служит защитой от медведей. Когда видишь медведя, ты должен там распахнуть дверь, вот так ударом ноги пробежать сюда, забраться на крышу и эту вот лестницу выкинуть. И смеяться нужно. Ха-ха-ха-ха-ха, вот так вот. Тогда медведь подумает, вот какой я глупый, и уйдет. Странное чувство юмора Петра Андрея. Это же конский волос, да? А нет, это пакль. Нет, просто пахнет. Ага. Это что? Супер дорогой этот будет тютен, чтобы с конским волосом. О, тут окошко есть такое милое. Блин, так живописно. Раскопано. Вау. На полметра глубиной, да? Ну, сантиметров 20-30. Ага. Супер. Это защищает от ветра, и это пожар не случится. Да, то есть можно поставить котелок на огонь и там заниматься своими делами. Да. И не следить. Не следить Потому за что- искрами, да? Да, тут много сухой травы, валежника. О, это красиво. Такое голубое небо, смотри, такие лиственницы. Ученые гору нас оставили с фигуркой. Чуби кайфует. Все, мы отошли. Так. Забыли про тебя. Чубака, давай вплавь. Так, ставим тут свой шест, на который будет крепиться сеть. Так. Дно мягкое, да? Еще один. Еще
схватила. Ой, я прям его углубляю. Ага. Ой. Опять отвлеклась. Ага. Так, вон он, наш шест. Даже не видно его напротив солнца. А вон чубак. На берегу ждет нас. Сейчас будем второй шест втыкать. Угу. Все, я гребу. Вот, кстати, березовая кора, она прекрасно подходит для растопки печки. Я тоже соберу. Здорово как. Так, у нас сегодня проект. Сегодня, наши дорогие YouTube-зрители, мы покрываем дерном заваленку, так сказать, поднятого амбара. Амбар заваливался, его поддомкратили, подняли, мой отец, и засыпал землей. Местные собаки разрывают эту землю, что-то ищут. Вот папа сказал, завали досками и шифером, но это не по-нашему, поэтому мы тут Красиво сделали. сделаем красиво, да. В ближайшей канаве там вот ручей есть, который в начале лета, там еще какая-то вода есть, а к осени он пересыхает. И мы оттуда вот берем друга. Друга это кочки по-якутски. Такая жирная земля. Прям. Земля хорошая вообще. Так, Чубака, а ты почему тут роешь, а? Что ты там роешь? Доставляет немного проблем. Я думаю, к весне. Что за пазл такой? Все будет красиво. Газон. А помнишь, как Варламов говорил, вот, на крышах растут растения? Ага. Вот у нас, видите, хатон, там тоже растут кусты. Как в лучших домах Стокгольма. Кочки. А вдруг там болото станет, если мы там кочки посадим? Не станет. Такая жирная, хорошая земля. В начале лета вода, там даже мосты построить. Ты не против? Есть товарищ, который против. Шикарно. Ой-ой-ой-ой. А вот результат. Сейчас мы пообедали. Петя закончил. Получилось очень симпатично. Тут осталось вот позади сделать и сбоку.
Сразу видно, Петя работал здесь. Кофейная кружка стоит. А у нас тем временем наступила осень. Мы отпраздновали Егоркин день рождения и проводим последнюю неделю в Ускёле. Так не хочется уезжать, вы бы знали.